Здравствуйте, в эфире «7 дней». В студии Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня в нашей программе. Учительница скинула свою банковскую карту по родителям, чтобы они перечислили ей денежные средства. Поборы в школах. Новые подробности. Расследования от наших корреспондентов. Стерли с лица земли. Райский уголок. Заброшенное детство. Что стало с наследием СССР оздоровительными детскими лагерями? Приезжайте сюда, сами убедитесь. Не нужен нам берег турецкий. В Бугульминском районе взялись за развитие агротуризма. В очень сложное и неспокойное время мы живем. Время, когда перспектива экономических потрясений и природных катаклизмов теряется на фоне реальности войны с применением ядерных ракет. Трудно в это поверить, но факт. Мировые СМИ сейчас всерьез обсуждают вероятность ядерной атаки КНДР на США, Японию и Южную Корею, а Америки, соответственно, на Северную Корею. Ужас ситуации еще и в том, что в самих США сейчас полный хаос как во внутренней, так и во внешней политике. Трампа ни во что не ставят ни американские масс-медиа, ни конгрессмены. Европа в позиции стороннего наблюдателя, и вся надежда, на мой взгляд, на выдержку и мудрость национальных лидеров России и Китая. Благо во главе наших государств по-настоящему ответственные и сильные политики Владимир Путин и Си Цзиньпин. Им бы сейчас действительно сосредоточиться на этих важнейших стратегических задачах. Уйти от рутины внутренних проблем, которые, по идее, должны взять на себя чиновники на местах. Но не получается, по крайней мере в России. Страна, очевидно, находится на ручном управлении президента. И это тревожная ситуация. Не дело, на мой взгляд, когда лично Путин всякий раз решает вопросы невыплаты зарплат, как это было недавно в Свердловской области, или обращает внимание главы Калмыкии на недопустимость поборов в школах. Вот фрагмент этой встречи президента. Родители просят купить парту для ребенка. Собирают деньги на питание. Послушайте, когда заставляют покупать учебники, это уже нарушение закона. Конечно. Но купить парту – это вообще что-то новенькое. Я такого вообще, честно говоря, даже никогда не видел, не слышал. Я немедленно. Возможно, кто-то из наших зрителей посмотрит на это и скажет: дикость какая-то, нонсенс. В Татарстане такого и близко нет. В этой сфере у нас давно навели порядок. Спешим вас разочаровать. Проблема поборов никуда не ушла. Просто способы изъятия денег у родителей приобретают все более изощренные формы. Это могут быть поборы под видом благотворительной деятельности в добровольно-принудительном порядке. Есть случаи, когда родителей просят, а по факту вынуждают полностью сделать ремонт в классе и закупить мебель. В этом году, как и в прошлом, одна из претензий родителей в том, что их так или иначе заставляют покупать рабочие тетради. Сергей Темляков обо всем подробнее. Мне сказали, что вы бунтуете, есть же решение, есть бюджетный вариант, можете отксерить эти тетради рабочие. Мы в Менделеевске. У Лилии Арынкиной в этом году дочь идет во 2 класс. В школе рекомендовали купить рабочие тетради. То есть по желанию. Каждый родитель решает сам. Она единственная из класса, кто отказался. Сумма, говорит родительница, для семейного бюджета ощутимая. Нужно 11 тетрадей. Это 2000 рублей. Но я также знаю, что копии нельзя делать. Это нарушается авторское право. Это во-первых. Во-вторых, ущемление прав моего ребенка. То есть моя дочка категорически против. Я, говорит, не буду заниматься по этим серым бумажкам. Лилия отмечает, если рабочая тетрадь рекомендована, то у родителей есть и право выбора, где покупать. Может и вовсе заказать в интернете. Если верить Лилии, на собрании подсказали дорогу. На собрании учительница не дала списки поначалу. Сказала, вот я заказала в школе доме книг, покупала, кто сдавал деньги на это, я, говорит, уже покупала, то есть идете прямо в дом книги, спрашиваете все по списку, то, что давала учительница 2 Б класса. Учителя заказы не делают. Заверяет нас директор книжного магазина. Кстати, единственного в городе. Эльвира Ахметова уверена, родительница возводит напраслину. А как вы выявляете, учитель или родитель? Мы спрашиваем. То есть учителей я визуально всего города знаю, у нас город же небольшой. Родители, значит, это же сразу видно, это родители. В школе тоже открещиваются.
Нет. Может быть, просто не поняли? Нет, не может быть такого. Потому что так как человек летом может находиться и в набережных Челнах, и где-то еще приобретают ведь эти школьные принадлежности, поэтому они могут и купить, увидят ту же атлас, карту какую-то или книжку. Нет. Я не сдала деньги на тетради. У меня потому что нету. У Светланы Шиловой ребенок учится в соседней школе. Сама она находится в декрете, работает только супруг. Женщина говорит, что тоже оказалась перед непростым выбором. Там некоторые не сдали деньги, там двое. У нас, короче, их поставили, вызвали на ПДН. Это в прошлом году? Да, на 1 класс. И в этом году мне то же самое. Говорит, вы хотите на ПДН? Я угрожаю, что вы мне угрожаете? Вызвали их на ПДН, что дети, родители не сдают. Она говорит, а где мы возьмем деньги? Это, говорит, все это. Их чуть не поставили на ПДН на учет, что родители не могут обеспечить жизнь ребенку. К нам в родительский комитет города обратилось пока на данный момент 3 школы. Обращение именно по рабочим тетрадям. Юлия Семенович отмечает, жалобы поступили от родителей, чьи дети идут в 1 и во 2 класс. Я посмотрела на сайте образовательных учреждений, практически у всех рабочие тетради, которые они просят покупать, рабочие тетради прописаны в учебных программах. То есть они входят в учебно-методический комплект учебных программ, но их не выдают. В начале августа я написала заявление на имя директора с просьбой обеспечить моего сына этими всеми рабочими тетрадями и пособиями. Ответа пока нет. Есть вопросы по рабочим тетрадям и у родителей из Казани. У Екатерины Беляевой сын перешел в 8 класс. Он учится в 131-м лицее. Женщина отмечает, им рекомендовали купить рабочие тетради по биологии и английскому, сборник задач по химии и таблицу по химии. Мне все-таки хотелось бы вопрос решить системно, то есть не в плане обеспечить только на этот год и только своего ребенка рабочими тетрадями, а все-таки решить этот вопрос в рамках всей системы образования. Обращения по рабочим тетрадям от родителей начали поступать уже с конца мая, отмечает руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования Гульнара Габдрахманова. Учитель вправе требовать приобретения рабочей тетради, если он прописал ее использование у себя в рабочей программе. Если он прописал ее приобретение в рабочей программе у себя, то тогда директор образовательной организации должен эти рабочие тетради закупить. Если у него нет на это денежных средств, то, соответственно, учитель не вправе требовать от родителей приобретения рабочей тетради. Задаем уточняющий вопрос. Что делать, если в классе одни родители купили рабочие тетради, а другие нет? Если есть родители, которые отказались от приобретения данных рабочих тетрадей, то, естественно, учитель должен совершенно отказаться, потому что он должен создать для всех детей равные условия. Это как раз сообщение по нашей горячей линии нам прислали его родители, да, и то есть там учительница скинула свою банковскую карту, группу в WhatsApp родителям, чтобы они перечислили ей денежные средства. То есть у нас родительским комитетом запрещено собирать деньги, да, а она собирала на собственную Сберкарту. На эту карту нужно положить 2000 на рабочие тетради. Такое сообщение получили родители 1 Б 42-й Казанской школы. О тревожном звонке сообщили в прокуратуру, отмечает Екатерина Матвеева. В 2012 году в социальной сети Екатерина создала группу по опоре в школах и детских садах. Сегодня в ней состоит более 30 тысяч родителей. Папам и мамам здесь подскажут, как действовать, а поставив пост, привлекут внимание к проблеме. Расспрашиваем Екатерину, на что жаловались этим летом родители больше всего. В этот летний период, да, когда мы уже думаем, у нас будет затишье, потому что школьники все ушли, у нас наступает период, когда не зачисляют детей в 10 классы. По Татарстану это очень большая проблема у нас. На втором месте по сообщениям поборы, отмечает Екатерина Матвеева. Первоклашки не перешагнули порог школы, а им уже выставили счет. Среди последних обращение из Нижнекамска. В классе решили поставить шкаф-купе за 55 тысяч. Активными участниками и с молчаливого согласия остальных решено произвести сбор в размере 2000 рублей. А теперь самое время вернуться в департамент надзора и контроля. Гульнара Габдрахманова отмечает, было 11 обращений, что не зачисляют детей в 10 класс. Факты подтвердились практически везде, и в Елабуге, и в Казани, и в Набережных Челнах. В большинстве случаев вопрос решен положительно. Но больше всего обращений летом было от родителей первоклашек, что их детей не берут в школу.
Естественно, это город Казань и набережные Челны. О вопиющем факте нарушения законодательства, хочется сказать, по гимназии 76 города Набережные Челны были выявлены факты отказа в зачислении детям. Директор гимназии уволен. Установлено, родители подали заявление о приеме в 1 класс. Им отказали якобы из-за отсутствия свободных мест. На самом деле заявление даже не зарегистрировали. 52 обращения в департамент поступило по поводу сбора денежных средств. Подтвердилось 95%. Сумма, которую просили у родителей, варьировалась от 500 рублей до 20 тысяч. На канцелярские товары, к примеру, деньги собирали в 2 детских садах Казани, в 369 и 134. На ремонт в 18-й Казанской гимназии, в 1-й и 7-й школах в Заинске, в Тукаевском районе, в Князевской школе. Сергей Земляков, Андрей Мохов и Роман Безменов. 7 дней. Не сомневаюсь, что к теме школьных поборов мы еще не раз и не два вернемся в нашей программе. Конечно, полностью изжить все проявления коррупции в образовании в одночасье нереально. Существенно их снизить нам вполне по силам. Теперь к другой теме, к которой до этого мы практически не обращались. К проблеме детских лагерей. Вы спросите, а в чем, собственно, проблема? Лето практически пролетело, позади половина августа, последняя смена в детских загородных лагерях, а мы так и ни разу о них не вспомнили. Хороший это знак. Если рассудить здраво, ничего ни хорошего не случилось. Все живы, здоровы, жалоб нет, происшествий тоже. То есть все хорошо здесь, не сказал бы. Это как посмотреть. По данным Республиканского министерства по делам молодежи и спорту, в республике на сегодня 119 детских загородных лагерей. Много это или мало? Если учитывать, с каким трудом достаются родителям путевки для детей, можно сказать, что их слишком мало. Если вспомнить, сколько их было к началу 90-х годов, можно сказать, что это жалкие остатки. У нас нет этой цифры, но уверен, что было их в разы больше. Вы, наверное, представляете себе, что стало со множеством наших лагерей после того, как предприятия встали на пресловутые рыночные рельсы, отказываясь от так называемых непрофильных активов, к которым, конечно, тут же отнесли пионерские лагеря. Итак, их 119. Зададимся-ка вопросом, а сколько их могло бы быть? Активисты Республиканского общероссийского народного фронта задались именно этим вопросом и выяснили, 22 детских лагеря были закрыты в Татарстане буквально за последние 10-15 лет. 22 лагеря. Не будем забывать, что речь не о палаточных лагерях, речь о тех лагерях, что строились капитально и с огромным размахом в 60-е и 70-е годы. Сегодня они просто гниют. Что с ними делать? Я не знаю ответа на этот вопрос, и я не вижу, что этим вопросом кто-нибудь вообще задавался бы. В масштабах страны тем более. В СССР было 45 тысяч детских лагерей. Осталось 2000. Что мы имеем? Детей в стране все больше, лагерей все меньше. Мы не сможем сегодня показать и малую толику тех, что заброшены у нас с вами под боком. Но мы решили, что будет достаточно и 2-3. И я уверяю вас, это надо видеть. Говорит Москва. Московское время 10 часов. Здравствуйте, ребята! Слушайте пионерскую зорьку. Здравствуй, лес, мы попали в край чудес. Здравствуй, лагерь пионерский. Здравствуй, хорошо живется здесь. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Сегодня практически все наши бывшие пионерские лагеря делятся на 2 этих категории. Этот лагерь в Елабужском районе уже вряд ли кому-нибудь когда-нибудь скажет «добро пожаловать», хотя никто его давно уже не охраняет. Да кому он нужен теперь? Сегодня каждый здесь посторонний, потому что хозяин – природа. То, что недорастащили, не доели люди, доедает лес. И смотреть на это больно, и смотреть на это хочется, тянет, как нас всегда тянет прикоснуться языком к больному зубу. А ведь это был Артек для своего времени. Самый большой, самый шикарный лагерь во всем этом большом Закамском регионе. 600 детей
отдыхали здесь одновременно. Просто удивительно, как быстро мы все это потеряли. Ведь прошло каких-то 10 лет, а кажется, что прошло уже 2 столетия. В лагере «Тихий час». 25 лет «Тихий час». А построен он был еще в 70-е и принадлежал одному из подразделений Камгэсэнергостроя. Устроить ребенка в этот лагерь, в лагерь «Золотая горка», было пределом мечтаний любого родителя. В 90-е, когда каждое предприятие боролось за собственное существование, дети стали обузой, лагерь побыл какое-то время школой, но затем закрылась и она. Частная собственность передавалась из одних рук в другие, поэтому мы не знаем до сих пор, то есть кто является собственником, на какое количество частей разделена этот лагерь. Все считают деньги, поэтому они о детях думают. Вам, наверное, страшно слышать вот эту тишину, да, гробовую? Да, я же говорю, что это Чернобыль. Это Чернобыль. Людмила Бекчурина – одна из немногих на всем белом свете, кто еще способен прослезиться на этих руинах. Она была директором этого лагеря 15 лет. Она была им до самого-самого его конца, вплоть до передачи его школе. И все эти 15 лет лагерь для нее был не вторым, он был первым домом. Здесь были у нас праздники, мероприятия были. Дети плясали, пели, все праздники мы здесь встречались. Зал был очень светлый был. Экран, кино показывали здесь, еще и летняя эстрада здесь была. И вот уже сколько лет прошло, и вот превратили действительно в груду строительного материала. Стерли с лица земли райский уголок. Дети ведь очень любили, мы называли наш лагерь Артеком. Дружина, равняйсь смирно! К выносу флага дружины приготовиться! Равнение на знамя! Все, бум-бум-бум-бум-бум-бум! Давайте признаем, что когда лагерь был передан в частные руки, это была ошибкой. Сейчас мы должны найти совместно выход из положения и добиться того, чтобы в лагере был проведен капитальный ремонт, и лагерь снова начал работать, и чтобы дети могли отдыхать. Вот он, скорбный список Шиндлера, составленный Общероссийским народным фронтом. В нем 22 лагеря, еще не стертых с лица земли, но уже приговоренных. Все 22 закрыты, и закрыты сравнительно недавно, уже в нашем веке. Собственники – исполкомы районов, городов, предприятия, вузы, частники. У каждого заключенного свое прошлое и свое настоящее. Никому, кажется, нет до него дела. Только в округе уже знакомого нам лагеря «Золотая горка» наберется еще с пяток заброшенных лагерей, которых уже и нет в этом списке. Я могу назвать те же лагеря, расположенные на территории уже национального парка на том берегу Камы. Лагерь «Алые паруса», замечательный, прекрасный лагерь на берегу Камы. «Алые паруса» – лагерь под набережными Челнами. Он не работает уже очень давно. Он законсервирован и никого сюда теперь не пускают. Поставлен забор, ворота, и забор даже, кстати, вымазан вот чем-то вроде то ли мазута, то ли скипидара. Ну, понятно, чтобы не лазили. Такая аллегория на наше советское прошлое. Ведь многие действительно считают, что лучше не трогать это самое наше прошлое, потому что себе дороже, пусть себе гниет. Но нас все-таки пускают, и это правильно. Никуда мы от этого прошлого не денемся. Собственно, охранять в этом лагере давно уже нечего. Его возрождение, которое вроде бы есть в планах его собственника, исполкома набережных Челнов, желательно, возможно, но сомнительно как-то. Выход можно найти, например, и такой. Как мы выяснили совместно с активистами Народного фронта, в республике у нас нет ни льготных путевок для детей с ограниченными возможностями, ни даже сколько-нибудь приспособленных для них мест в лагерях уже существующих. И тем паче ни одного лагеря для детей-инвалидов. И чем плох, например, этот?
Это как больной зуб, который рано или поздно придется все равно лечить. Вот. Мы будем с представителями власти эту проблему совместно решать, поскольку выхода из положения другого, иного, мы не видим. О да, нас всегда тянет прикоснуться языком к больному зубу. Но как же это трудно, зная заранее, через что придется пройти, решиться на лечение этого зуба. Все это как-то нехорошо. Неправильно это как-то. Бывший директор Челнинского артека, увы, уже и не верит в возрождение пресловутой социальной ответственности государства. Ведь миром нынче правят деньги, а денег всегда не хватает. Такое ощущение, что мы жили при коммунизме когда-то, но не подозревали об этом. Об этом, да. Проскочили коммунизм и не заметили. Я не защищаю тот строй, было все. Но когда говорить о детях, правильно, детям отдавалось все лучше. Михаил Любимов и Андрей Мохов. 7 дней. Знают ли об этих проблемах наши высшие руководители в стране? Думаю, догадываются, но не всегда у них есть время и желание погрузиться в эту проблематику глубоко, особенно когда страна, как мы уже говорили, находится на ручном управлении. При таком положении дел многие вещи становятся откровением даже для президента Путина. Например, то, что бесплатная медицина в России – это уже давно миф. Вот еще одна цитата от президента Владимира Путина, на этот раз после встречи с губернатором Амурской области Александром Козловым. Владимир Путин возмутился. Это не только у вас, это, судя по всему, по стране в целом происходит. К специалистам нужно записываться за месяц, талонов нет. А чтобы сдать анализы, за 3 месяца. За деньги в любое время. Это криминал. Вот такая жесткая реакция президента. Вопрос, как переломить ситуацию в сфере здравоохранения. Не скажу, что в Татарстане точно знают как, или все у нас здесь идеально. Но есть определенные подходы, предложения, к которым стоит повнимательнее присмотреться. Итак, 6 последних лет в республике идет модернизация сельского здравоохранения. Построены новые объекты, это и ФАПы, и врачебные амбулатории, и участковые больницы. То есть медицинские услуги стали доступнее жителям малых населенных пунктов. Стартовала 2-летняя программа модернизации поликлиник с общим бюджетом 7,5 миллиардов рублей. Обновленные медучреждения появятся в Казани, в Набережных Челнах, Альметьевске, в Нижнекамске. Но сегодня я хочу обратить внимание еще на один важный аспект. Речь о так называемом механизме частно-государственного партнерства в здравоохранении, который запущен в Татарстане с 2004 года. Что он дает и как работает? Сергей Темляков продолжит тему. Город Чистополь. 137 километров до Казани, до Набережных Челнов 147 километров. Всякое бывает. Бывало, и недели ждешь, и месяцы. Местная жительница Зоя Антонова рассказывает нам про очередь, как непросто ей было раньше. Человек она пожилой, а значит и у врачей частый гость. Вот только не все процедуры ей могли сделать в родном городе. Чтобы бесплатно пройти обследование на высокотехнологичном оборудовании, сделать МРТ, ей приходилось ездить то в Казань, то в Челны. И это же большие расходы для нас, пенсионеров, это очень неудобно. Дорога вот если стоит 250 рублей, туда и обратно 500, да покушать. Все изменилось в середине июля. Исследования стали доступны на базе районной больницы. Вот он, самый новый и свежий пример государственно-частного партнерства в Татарстане. Кстати, с начала года высокотехнологичные центры были открыты в Бугульме и Елабуге. Осенью запланировано открытие нового в Зеленодольске. Главврач Чистопольской клиники Марсель Раимов показывает нам центр и отмечает, проведено уже более 100 исследований, выявлено несколько ишемических инсультов, ряд онкологических заболеваний. Теперь современная медицина доступна чистопольцам и всем ближайшим районам. Что такое государственно-частное партнерство? Мы схематически изобразили это на весах. На одной стороне государство, которое получает оснащенное медучреждение, на другой стороне весов инвестор, который вкладывает свои средства и получает госзаказ, то есть обслуживание пациентов по выделенным квотам. В выигрыше мы с вами. Партнерство развивалось там, где не хватает средств, усилий, ресурсов государственного сектора.
И я думаю, что это очень правильно, потому что мы должны дополнять друг друга. Есть объективные моменты, когда государство не может полностью обеспечить все лечебные учреждения надлежащим оборудованием. Вот этот вариант взаимодействия, он наиболее оптимальный. Его преимущество еще заключается в том, что если какие-то возникают проблемы с аппаратурой, с оборудованием, с комплектующими, это не задерживает намного обследование больных и очень быстро реализуется, поскольку частный сектор, он сам заинтересован как наиболее быстро восстановить ресурс свой. Яркий пример государственно-частного взаимодействия сегодня реализован на базе 18-й городской больницы Казани. Фарида Булатова отмечает, все сделано для пациента. К примеру, экстренные больные неврологического отделения могут пройти обследование в любое время, даже ночью. После того, как пациент проходит исследование, например, МРТ сердца или РКТ сердца, УЗИ сердца, мы можем получить его данные в 3D формате. Новые технологии сегодня на службе у пациента. Например, вот этот самый мощный и уникальный томограф в Татарстане. Он оснащен уникальной технологией ТИМ-ИДОТ, которая позволяет проводить непрерывное сканирование области тела без вреда для здоровья. С мая здесь также принимают и маленьких пациентов. Исследование проводится без наркоза. Кстати, если ребенок совсем маленький, чтобы он не боялся, во время исследования мама даже может кормить его грудью. Все снимки, которые мы получаем на базе 18-й городской больницы и на базе Елабужской, Чистопольской, Бугульминской ЦРБ, все они направляются в Центральный архив медицинских изображений. Это очень удобно. То есть пациент, придя от нас, например, в другую больницу, РКБ, МКДЦ, 7-ю больницу, врач может достать все эти снимки и сравнить динамику. Данное здание планировалось под медицинской цели и начало строиться еще в конце 80-х годов прошлого века. По тем или иным причинам здание было недостроено, то есть стояли стены, была крыша, плита перекрытия. Камиль Фахруддинов показывает нам фотографии. Вот в таком состоянии здание было 5 лет назад. Сегодня это современный диализный центр. Здесь проходит лечение 200 пациентов. Такие же центры открыты в Нижнекамске, Набережных Челнах и Бугульме. В условии партнерства, наверное, заключается сама суть. То есть государство получает дополнительную капитализацию в неиспользуемые объекты недвижимости, а партнер, частный партнер, инвестор, получает государственные гарантии на определенный период времени. В пользу развития схемы частно-государственного партнерства могу сказать, что благодаря этому в Республике Татарстан достигнута 100% доступность получения диализной помощи всех нуждающихся. ЭКО по программе госгарантии делают только частные клиники. У нас сейчас в республике нет государственной клиники. Для многих семей ЭКО – это последняя надежда обрести долгожданное счастье. Сегодня каждая 5-я пара в Татарстане не может зачать ребенка самостоятельно. В этой клинике помогают осуществить заветную мечту. Сюда приезжают пациенты не только из республики, но и со всей страны. В последние 2 года, отмечает Фирая Сабирова, объемы финансирования от государства увеличились. В Татарстане на лечение методом ЭКО в год выделяется порядка 1300 квот. Расспрашиваем про новые технологии. Это тенденция к генетическому исследованию. Мы уже на этапе развития эмбриона знаем, что он генетически здоров, что он не несет в себе никаких там генетических мутаций. И перенос женщине такого эмбриона, он дает большие гарантии не просто наступления беременности, но еще и рождения здорового ребенка. В этой поликлинике не было большинства диагностических услуг, не было рентгена, они по договорам посылали в другие поликлиники. Теперь здесь есть не только рентген, нет дефицита и в узких специалистах, нет очередей. Это бывшая 9-я поликлиника. В 2012 году сюда пришел частник. Сейчас бесплатно здесь медицинскую помощь получают 18 тысяч прикрепленного населения. У нас нет талонной системы, что надо там вставать, не знаю, в 5 утра приходить за талоном, чтобы попасть к врачу. Люди у нас достаточно, знаете, не привыкли заботиться о своем здоровье. Мне кажется, вот именно в России очень важно, чтобы это было ближе, это было доступнее. Министр здравоохранения отмечает, госзадание запланировано, квоты выделены. Получить направление на исследование процедуры пациент может у своего лечащего врача. Государственно-частное партнерство будет развиваться и менять облик и возможности медицины. Новые направления уже появились в этом году, и мы впервые внедрили и развиваем государственно-частное партнерство в области лучевой терапии. Обновление и приобретение новых приборов, оно идет. Сергей Темляков, Андрей Мохов, 7 дней.
Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Приезжайте сюда, сами убедитесь. Не нужен нам берег турецкий. В Бугульминском районе взялись за развитие агротуризма. В понедельник Фарид Мухаммедшин, председатель Госсовета Татарстана, с рабочей поездкой посетил Киров. Здесь он принял участие в заседании Совета при президенте по развитию местного самообложения, которое провел Владимир Путин. Во вторник в Волгограде премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в совещании о сохранении и предотвращении загрязнения и рациональном использовании реки Волга. Провел совещание председатель правительства страны Дмитрий Медведев. В четверг, в первый рабочий день после отпуска, президент Татарстана Рустам Минниханов отправился с рабочей поездкой на юго-восток республики. В Лениногорске Рустам Минниханов открыл обновленный дом правосудия и новое здание межрайонного отдела Следственного комитета. Посетил Лениногорскую районную больницу, где осмотрел новый сосудистый центр. В завершении рабочей поездки Рустам Минниханов встретился с руководителями сельскохозяйственных предприятий. Президенту доложили, что уже намолочено более 9 тысяч тонн хлеба. Позже в Нурлатском районе Рустам Минниханов принял участие в республиканской акции «Помоги собраться в школу». В пятницу в Татарстан с рабочим визитом прибыл губернатор Иркутской области Сергей Левченко. В аэропорту его встретил президент Татарстана Рустам Минниханов. В течение двухдневного визита Сергей Левченко посетил ряд промышленных производств, а также ознакомился с инвестиционным потенциалом республики. На встрече в Кремле Рустам Минниханов поблагодарил Сергея Левченко за интерес к Татарстану и постоянное внимание к вопросам двустороннего сотрудничества. В субботу и воскресенье в Болгаре в 4-й раз прошел международный фестиваль средневекового боя. Зрители смогли увидеть зрелищное срожение воинов Золотой Орды, Руси и Европы, принять участие в рыцарских поединках, конных турнирах и массовых боях в Угуртах. Съехались 600 реконструкторов из 30 регионов России и 8 стран зарубежья. А теперь к новостям грустным. Так уж случилось, что это лето стало периодом тяжелых утрат для всего татарского народа. Не стало Нияза Халитова, известного ученого-архитектора, автора многочисленных книг по истории исламской, тюркской и татарской архитектуре. На этой неделе татарская общественность простилась с ним навсегда. Но у татарского народа осталось главное – его труды, его мысли и чаяния о прошлом и будущем татарского народа. В одном из интервью как-то Нияз Хаджиевич сказал: «Чем больше я читаю и узнаю, тем больше во мне растет обида за оболганную историю татар. Обида за погубленную, высоко развитую средневековую цивилизацию, о которой практически ничего не известно народу. Обида за соотечественников, которые стыдятся своей культуры и истории, не видят ее истинного места среди мировых цивилизаций». Всю свою осознанную жизнь Нияз Халитов пытался заполнить этот пробел. Пробел в нашем историческом образовании, пробел в нашей исторической совести и памяти. И за это при жизни ему мало кто говорил спасибо. Нияз Халитов очень часто выступал в качестве эксперта в нашей программе. Сегодня мы вспоминаем его с благодарностью. Подробности у Эльзиры Юзаевой. Ноябрь 2011 года. Старинное мусульманское кладбище в исторической части Казани в Адмиралтейской слободе. Нашему взору открывается страшная картина: покосившиеся старинные надгробия, горы мусора и грязи. На высеченных арабской вязью камнях даже кто-то умудрялся разжигать костры, и не раз. Уникальный некрополь на берегу Волги стал местом развлечений для людей, для которых, как говорится, нет ничего святого. Наш проводник Нияз Халитов на все это, мягко говоря, безобразие реагирует со свойственным ему хладнокровием. Но за каждой его фразой ощущается неподдельная боль за такое вот отношение народа к своей истории. Надо эту зону объявить, на мой взгляд, одним из памятников истории и провести здесь историко-археологические исследования, перевернуть каждый камень, то обнаружатся осколки, а может быть и целые надгробия еще и 15 и 16 веков, то есть то, чего в принципе вообще больше нигде нет. С другой стороны, нам очень повезло, что до сих пор... Он был немногословным и очень принципиальным. Он никогда не отличался особой публичностью. Но каждое его слово выстреливало и попадало точно в цель. Он был не просто ученым-теоретиком, он был исследователем. Всю жизнь искал и находил доказательства этой своей правоты. Но за что у него болела душа?
вот эту цивилизацию. Я так полагаю, что вот за то, чтобы вот этот тюркский вектор был постоянно и всегда в очень высокой степени активности. Он подходил к историко-культурному наследию комплексно. Он привлекал данные исторической науки, он работал как архитектор, историк архитектуры, он хорошо знал литературу, прикладное искусство татарского народа. Он видел это все комплексно. Именно Халитов начал досконально изучать татарскую архитектурно-художественную культуру. Даже сам термин «татарская архитектура» был впервые сформулирован и обоснован в его кандидатской диссертации еще в 1986 году. Еще будучи студентом, Халитов начал изучать старинные объекты в Старо-Татарской Слободе. Причем эту работу он делал с большим энтузиазмом. Он заходил в каждый дом, он разговаривал с людьми, он все записывал, конспектировал, он все фотографировал. И даже в одном из интервью Нияз Халитов как-то сказал, что тогда он думал, что если вдруг, не дай бог, на Казань упадет атомная бомба, и все это не удастся спасти, то собранный им материал как раз и послужит для того, чтобы люди больше узнали о том, что такое древняя татарская архитектура. Катастрофа все равно случилась. Большинство объектов в Старо-Татарской Слободе бесследно исчезли. Памятник архитектуры с его какими-то чисто эстетическими особенностями можно разрушить и воспроизвести, и люди могут не заметить. Но памятник истории нельзя разрушать. Там коридоры, по которым ходил Тукай, подоконники, на которых они сидели и диспуты устраивали, комнаты, в которых они чай там пили, да, прочее, да. Министр культуры, что он не понимает, что разница между памятником истории и памятником архитектуры? Памятник истории нельзя трогать вообще ничего, ни одной половицы. Это была реакция человека на, по сути, варварский акт – снос исторических зданий в центре Казани. В частности, гостиницы «Булгар», в номерах которой когда-то жил Тукай. Он болел за судьбу татарской культуры. Он стыдился за тех, кто был причастен к этому процессу, утрате исторического наследия. Для него старинная застройка Казани казалась невероятно экзотичной и таила в себе множество открытий. Его фотографии старой Казани теперь это достояние народа, по которому, как и хотел когда-то Халитов, будут судить об уникальности национального зодчества. Я бы так сказал, это такой генетический патриотизм. То есть он ему не навязан, это очень было органично. Он жил не искусственной жизнью. Это было так все настолько органично, его любовь к родному городу, любовь к традициям, вот это фанатичная просто любовь, это исследование всех материалов, вот, архивы. О том, что в Казанском Кремле нужно строить новую мечеть, первым, кстати, тоже заявил Халитов. Это было еще в начале 90-х годов. После чего, как он вспоминал позже, многие знакомые архитекторы и реставраторы перестали ему подавать руку. Только спустя годы было принято решение об основании музея-заповедника в Кремле и о строительстве новой мечети, которая стала шедевром современной мусульманской архитектуры. Те, кто критиковал, говорили, вот если вы уберете минареты вот с этой мечети, на которой мы сейчас, на фоне которой снимаемся, то получится христианский храм. Да? Ну, на что мы говорим, если у человека руки-ноги отрезать, что получится вообще, да? Нияз Халитов был в составе жюри по выбору проекта новой мечети Кул-Шариф. Принимал участие в разработке концепции развития Казанского заповедника. Трудно переоценить и его роль в том, что Казанский Кремль вошел в список ЮНЕСКО. То есть надо было еще доказать, что эта крепость была татарской? Конечно. Археологически она доказывается. Конечно, ученые об этом знали. Но заявить об этом вслух и отстоять свою позицию, это нужно было, конечно, иметь и гражданское убеждение, и национальную самоидентификацию. Удивительно, но в каждом объекте Нияз Халит пытался найти татарский или тюркский след. Его исследования зачастую были слишком противоречивыми, чтобы получить широкое распространение или же признание. К примеру, Халитов считал, что храм Василия Блаженного в Москве – это перенесенный Кул-Шариф. Его статья о том, что башня Сюмбике была построена в период русской истории в первой половине XVIII века, также вызвала шквал негодований. Но Халитов оставался непоколебимым. Он считал, что каждый исторический объект имеет свой язык, свой стиль и традиции, но не каждому человеку дано это умение читать между строк. Когда в библиотеке Конгресса США нам дали возможность, значит, в электронном виде посмотреть, какие книги есть, я нажала Халитов, и 6 книг.
его книг лежит в библиотеке Конгресса США. В последние годы Нияз Халитов работал над энциклопедией татарских архитектурных форм и стилей. В будущем планировал написать книгу об истории татарской архитектуры. В июле этого года его книга «Стили и формы татарской архитектуры Казани» Ассоциацией книгоиздателей России была признана книгой года. Мне его здорово будет не хватать. Я думаю, татарскому народу тоже. Агротуризм. Поговорим о нем. Уж сколько о нем говорили. Сколько высокопарных речей было произнесено с трибун, сколько наполеоновских планов было озвучено. Только наш российский турист по-прежнему стремится на берег турецкий. Так было и так будет. Агротуризм все-таки весьма экстремальный вид отдыха, не каждому он по нутру. Да и проку от него, кажется, мало. Есть у нас в республике отдельные сельские туристические островки, но вот именно что островки. А вот в Бугульминском районе пошли немного дальше. Взялись за дело, что называется, комплексно. Определили 20 с лишним интересных мест в районе, где туристам было бы интересно побывать. Ничего сногсшибательного, подсобные хозяйства, рыбные фермы, виноградники, пасеки и тому подобное. Составили туристический маршрут, по которому уже проехали 150 туристов. Немного. Согласен, но, как говорится, лиха беда начала. Чего же хотят добиться в Бугульме? Неужели там считают, что городские жители, весьма поднаторевшие в агрофитнесе на собственных дачах, готовы платить деньги за экскурсию в деревню? Ну, наверняка я уверен, что вот мало кто догадывается из ваших посетителей, как вот это чудо можно сделать. Как засунуть эту грушу в графин. То есть засовывается она обычно просто. То есть берется графин, сюда, когда уже завяжется плод, вставляется, и он так растет. Бутылочка виноградного бренди с таким вот сюрпризом внутри обойдется туристу недешево. Обычный турист вообще вряд ли решится на такие траты. Но на этом частном винограднике есть изделия и попроще. Александр Зудин – один из самых рисковых земледельцев республики. Виноград все-таки. А у нас здесь зона рискованного земледелия. И виноделие тоже, да. Но, потому что неожиданно у меня один год было 4 июня минус 6 ударило. Я думал, что у меня будет полтонны вина. А Бог сверху посмотрел, у тебя, говорит, цирроз будет, а не полтонны вина. Все убило. Винодел прибедняется слегка. Было бы все так уж плохо, и не ехали бы к нему туристы уже в большом количестве не только за вином, но и за знаниями. Люди, которые вот приезжают с разных городов, они смотрят, как бы им интересно, приобретают саженцы. Больше мне нравится людей как бы втягивать в это дело. Они тоже уже увлекаются, сами начинают. И ваш организм начнет, вы уже почувствуете улучшение, ваш организм начнет сам бороться с теми болезнями, которые у вас есть. У нас, знаете, люди привыкли отдыхать по схеме солнце, море, пляж, а у нас здесь с вами агротуризм, это уже как бы пейзаж, знание, досуг. Да. Вот вам пейзаж, вот и вам знание, лечение вот еще вам плюс досуг, к этому. Бывали мы на пасеках и не единожды, и чего мы там не видели, думалось-то нам. А вот такое впервые. И вот такое тоже. Пасека огромная,
Тут работы ежедневной, рутинной много. Но недаром говорят, что наш российский крестьянин по части творчества изобретательнее всех. Туда поместили кусочки вощины, и наши пчелы, они сейчас будут отстраивать эту вощину, будут соты отстраивать. И у вас сразу в банке готовый продукт? И сразу в банках будет готовый продукт. Вот они уже начали, вот видите, уже на сот похоже. Так это что, значит, это будет такой готовый сувенир с вашей пасеки? Да, вот все, будет сотовый мед, к которому даже рука человека не притрагивалась. За какой-то час пребывания на пасеке мы узнали о пчелах столько, сколько, наверное, они и сами о себе не знают. Абсолютно все, что от них остается даже после смерти, человеку полезно. Стало быть, туристы есть, и туристы будут. Будут и расширятся вскоре хозяева пасеки. Вы вообще справитесь с количеством полубольных, нездоровых городских жителей? Спрос рождает предложение. Вот если будет спрос, то, естественно, мы сможем предложить. Но надеюсь, что да. Я бы из декрета не выходила. Так, сейчас посмотрим, покажем. Вот тут у меня два красавца есть, которые меня сегодня порадовали. А это ведь не преувеличение, что красавцы-то. А? О, да вы что? Это вот, ну вот что такое. Это вообще чудо. Вот эта рыбка точно непростая. Она золотая. В этом пруду ловится только форель и только карп. Их выращивают тут же, рядом, в больших бассейнах с родниковой водой круглый год. 5 часов медитации с удочкой обойдутся в 350 рублей. На люди ездят, да? В день человек 15-20. Ну, а вы готовы к наплыву туристов? Готовы. Мы развиваемся, расширяемся. Сейчас вот у нас в задумках ставить гостевые домики, банные дворики. И это лишь малая часть тех туристических маршрутов, которые тут разрабатывают. Для тех, кто трудится на нашей земле, важна ведь не только денежная, но и моральная поддержка. Простое осознание того факта, что труд твой еще кому-то в этом мире нужен. Для нас это абсолютно новое направление. Для всех новое. Для всех новое, но вот как в поговорке же, лучше выбирать тот путь, по которому никто никогда не шел, и ты обязательно будешь чемпионом. Именно показать красоту нашей природы, показать наши достопримечательности. У нас уникальный климат, и почему бы его не использовать? Молодцы, ребят, вот, стараются, вот прям просто душевно здесь можно отдыхать. Ну, что сказать, приезжайте сюда, сами убедитесь. Михаил Любимов и Андрей Мохов, 7 дней, Бугульминский район. И в завершении программы в рамках нашего традиционного знакомства с многодетной семьей мы не будем отправляться далеко. Сергей и Матанат Михайловы живут в одном с нами городе, в столице Казани. Очень интересная, дружная и к тому же музыкальная семья, где всему голова папа Сергей, настоятель одной из казанских церквей, а мама Матанат – настоящая хранительница домашнего очага. А воспитывают они 9 детей. Ренат Ахмедянов познакомился с ними поближе. История этой многодетной семьи вполне обычная. Любовь соединила родителей, образовалась семья, крепкая духом, сильная традициями. А этого удается достичь далеко не каждому. Любовь, самое главное, что соединяет человека. Правильный выбор спутников жизни, надежного, верного, который любит и которого сам любишь. Вот это стало нашим источником добра и любви на все годы. Вот и это субботнее утро начиналось, как стать, с чтения добрых и мудрых книг, общения с батюшкой, отцом семейства Михайловых, настоятелем храма «Живоносный источник». Дети, как говорится, всех возрастных групп, от 2, младшенькая Анна, до 17, Анастасии, которая уже учится в медицинском колледже. Братья, сильные духом и телом, 13-летний Алексей радует спортивными достижениями, занимается самбо. Старшие сестры не по годам вдумчивые, рассудительные, серьезные. Татьяну, к примеру, избрали президентом школы. На фото она в компании с депутатом Ксенией Владимировой. И это говорит о многом.
Вообще у нас Таня очень творческая личность. Я считаю, она очень умная, способная. У нас голосование по школе было, то есть записываешь на бумажку имя и, то есть, кидаешь в ящик. И больше всего проголосовал за нее. И поэтому так получилось, что она стала президентом школы. Большая семья, конечно, это, мне кажется, очень здорово, потому что в семье найдется такой человек, который всегда тебя поддержит, с которым интересно общаться. И вот с каждым членом семьи связывает что-то общее, кроме того, что мы родственники. Ну а вопрос о том, кто в семье глава, президент и безусловный авторитет, здесь, как говорится, неуместен. Он, конечно, у меня очень мудрый человек, очень, я не знаю, во всем стена. Вот говорят же, плечо такое, вот действительно он для меня стена, такое вот плечо. Самое главное, конечно, я думаю, в семье это единомыслие. Многодетность – это определенная жертва, и человек уже перестает думать о себе, а больше о другом, тем более, когда появляются дети. И это способно жертвовать собой, частью своего времени, своих каких-то интересов, увлечений, ради другого, ради ребенка. И для нас это было все естественно. Мы не планировали, а принимали все сердцем. Такая благостная атмосфера в семье дает свои всходы. Беспокойство о будущем этих детей, их будущих семей не возникает. Я думаю, что у меня будет дружная, хорошая семья, чтобы они выбрали правильный путь в жизни. А вот семья многодетная, вы видите для себя такой перспективу? Я хочу минимум 4 детей. Да, 2 мальчиков, 2 девочек, а там пойдет. Для любых родителей, наверное, видеть счастливыми своих детей, наверное, больше, наверное, нет счастья. И когда они окружат тебя, обнимут, мамочка, с такой радостью, я не знаю, наверное, нет больше счастья для родителей. Дети – это как отдушина все равно. То есть отдыхаешь все равно с ними, особенно с маленькими, когда их можно потискать. На примере семьи Михайловых мы, кажется, нашли образец большой и счастливой семьи в объективе ТНВ. В рамках этого проекта Михайловы получили приятные сюрпризы от наших спонсоров. Традиционное посещение зоопарка, колеса обозрения, аквапарк и вкусный обед в кафе «Бабушкина сковородка». С пожеланиями семейного благополучия Ренат Ахмедзянов, Хамид Шамсеев и программа «Семьи». На этом у нас все. Встретимся, как обычно, через неделю на телеканале «Новый век». До свидания, до новых встреч. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ближайшие 7 дней. В студии Маргарита Павлушина. В предстоящую неделю в республике сохранится умеренно теплая погода. Правда, местами будут наблюдаться осадки. По данным Яндекс.Погоды, на северо-востоке Татарстана в понедельник ожидается переменная облачность. Во вторник и в среду пройдут дожди, в четверг же небо прояснится. Средняя температура воздуха в течение недели составит плюс 23 градуса. На юго-востоке Татарстана ожидается теплая и комфортная погода. Во вторник будут наблюдаться дожди, температурный же фон существенно не изменится. В центре республики переменная облачность, осадки не ожидаются. В понедельник температура воздуха составит плюс 26 градусов, во вторник плюс 24. К выходным температура немного понизится до 20 градусов тепла. На юго-западе Татарстана похожая картина, будет облачно, но без осадков.
В понедельник плюс 26, во вторник температуры начнут понижаться и к выходным уже составят плюс 21 градус. На северо-западе республики, а также в столице Татарстана ожидается переменная облачность без осадков. Температурный фон существенно меняться не будет и в среднем составит около 23 градусов тепла. Более подробный прогноз погоды смотрите каждый день на ТНВ. До свидания.